Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ. Продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Апросин. О самых резонансных происшествиях этого дня в ближайшие 10 минут. 10 человек погибли на пожарах в Татарстане за минувшую неделю. Мы расскажем подробности трагических происшествий. Подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 44 пожара. Казанскому студенту сообщили, что он якобы стал победителем лотереи и потребовали оплатить налог. В результате он отдал мошенникам 50 тысяч рублей, но ничего взамен не получил. Мы напомним о некоторых уловках аферистов. Если вы в этом замешаны, вам грозит срок до 20 лет. Смертельное ДТП в Казани. По данным ГАИ, водитель не учел дорожные условия и превысил безопасную скорость. Все это и не только прямо сейчас. Мужчина погиб на пожаре в одном из спальных районов Казани. Сообщение о возгорании двухкомнатной квартиры на 5-м этаже дома по адресу Мавлютова, 25 поступило накануне вечером. Прибывшие спасатели погасили пламя на площади в 6 квадратных метров. С диагнозом отравления продуктами горения в больницу доставлены мужчина и женщина, которых вывели из сгоревшего помещения. Также госпитализирована их 73-летняя соседка из смежной квартиры. Полиция выясняет личности двух пострадавших и погибшего мужчины, которые находились в эпицентре чрезвычайного происшествия. Причину возникновения огня сейчас устанавливают дознаватели. Еще одна трагедия произошла накануне в Альметьевске. Там загорелись сразу 2 квартиры в 5-этажной хрущевке на улице Гафиятуллина. Как рассказали в МЧС, огонь охватил мебель, вещи в кладовке и балкон жилища на 2-м этаже. После чего от жара пламени загорелся натяжной потолок в квартире в соседнем подъезде. Из-за сильного задымления возникла угроза для жителей верхних этажей. Пожарные вывели из опасной зоны 4 человек. Отравление продуктами горения получила 55-летняя женщина. В ходе тушения было найдено тело 65-летнего хозяина загоревшейся квартиры. Предварительная причина трагедии – неосторожность при курении. В Татарстане с 16 по 22 февраля подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 44 пожара. К сожалению, на пожарах погибли 10 человек, 11 человек пострадали. 10 человек спасли сотрудники пожарной охраны. МЧС России напоминает: следите за состоянием проводки, не перегружайте электросеть. Используйте исправное электрооборудование. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Выключайте технику на ночь, уходя из дома. Казанский студент отдал 50 тысяч мошенникам под предлогом оплаты налога на выигрыш. Увидев в социальных сетях объявление о лотерее, он принял участие и вскоре получил сообщение о выигрыше. Не усомнившись в подлинности этой информации, доверчивый студент перечислил незнакомцу так называемый налог, но взамен ничего не получил. Опасаться мошенников, использующих такую черту характера, как алчность, безусловно, стоит. Но гораздо чаще преступники паразитируют на страхе. О том, чего стоит опасаться, а когда боятся не нужно, мы расскажем далее. В Казани студентка отдала мошенникам все сбережения родителей – 350 тысяч рублей. Для начала под предлогом доставки цветов у нее выманили цифры из СМС, а сразу после этого стали запугивать тем, что и она, и папа с мамой будут обвинены в государственной измене. Неопытная девушка пришла в ужас, поверила преступникам и передала всю имевшуюся дома наличность для якобы декларирования. Она собственноручно передала пакет в руки курьера злоумышленников. Жертвами обманщиков становятся вне зависимости от возраста. На эту же сказочку купился пенсионер из Альметьевска. Это стоило ему свыше 700 тысяч рублей. Да слышал, так, какой человек доверчивый, не могу вот так вот. Но это ваши сбережения или вы кредит оформили? Он же сказал, что ваш счет вот переводят на Украину. Если вы в этом замешаны, вам грозит срок до 20 лет. Запомните, сотрудники ФСБ и МВД не звонят по телефону с просьбой что-либо сделать, якобы в интересах нашей страны. Также они не пишут в мессенджерах и не обвиняют вас в чем-либо, в том числе в государственной измене. Также они не могут ни по телефону, ни в мессенджерах попросить вас поучаствовать в каком-либо деле государственной важности. Все это делают
только мошенники. Чтобы забрать наличные у жертв, преступники часто выдумывают целый ритуал. По мнению психологов, это отвлекает запутавшегося человека на ненужные детали и не позволяет осознать суть своих действий, а также создает впечатление участия в секретной операции. Пенсионерки из Чистополя злоумышленники вызвали такси для того, чтобы она самостоятельно увезла свои деньги в Казань и там передала их дроперу мошенников. Другой пожилой женщине велели тщательно упаковать наличные в тряпки и коробки, а передавать курьеру их в пакетах обязательно красного цвета. Если вы услышали подобные, с позволения сказать, инструкции, смело бросайте трубку. Подойдет в черный ветровка или что там у него, в джинсах темно-синих и в кроссовках, без головного убора, темненький, но чуть выше меня, худой. Он подошел, я вышла, он подошел отсюда, вот с этой стороны. И он забрал у меня деньги, а она сказала еще: деньги положите в коробку, заверните в тряпку, положите в пакет. Я так и сделала. А начинается все с безобидных с первого взгляда звонков. Поводом может стать все, что угодно. Замена домофона, сверка счетчиков или доставка незаказанного вами товара. Задача мошенников — вовлечь вас в разговор, запутать, вывести из равновесия, отвлекая от сути происходящего и в конечном итоге опустошить кошелек. Мы вам будем менять линию, согласны вы или нет. Я говорю: я не согласна, ничего мы не делаем этот день. На другой день опять этот женский голос позвонил и сказал: давайте меняем. И после этого началась вот эта история. Запомните, нельзя совершить государственную измену по телефону. Очень часто по телефону это внушают нашим согражданам. Будьте внимательны. Советую вообще не отвечать на незнакомые номера и сразу их блокировать. Будьте бдительны. Можно потерять деньги в лучшем случае, а в худшем – свободу или даже жизнь. В МВД рекомендуют: при малейших сомнениях прерывайте разговор. Настоящие правоохранители не взыщут с вас заброшенную трубку, а те, кто только притворяются полицейскими, могут наказать на деньги. Олег Хайруллин, Азат Шагабудинов, вызов 112. Задержана главврач Казанской детской поликлиники номер 2. В прокуратуре Татарстана рассказали, что ее подозревают в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По данным надзорного органа, медработник с целью хищения бюджетных средств фиктивно трудоустроила врача-педиатра и ежемесячно забирала его заработную плату. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. За прошедшую неделю инспекторами ДПС Казани пресечено 60 нарушений правил перевозки детей. Зафиксированы 523 участника движения с непристегнутыми ремнями безопасности. 200 водителей наказаны за проезд на красное, а 329 за непредоставление преимущества пешеходам при движении транспорта. К сожалению, не уменьшается на дорогах количество нарушителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. 41 водитель был отстранен от управления, удален с дорог столицы Татарстана. Всего за 7 дней. Всех ждет суд и строгое, но справедливое наказание. За минувшую неделю в Госавтоинспекцию Казани поступило 2130 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В 17 авариях получили ранения разной степени тяжести 18 участников движения, из них 2 детей. 1 человек погиб. Трагедия произошла вечером в воскресенье на дороге от Березовой рощи в направлении Оренбургского тракта в Казани. Как рассказали в ГАИ, водитель Приоры не учел дорожные условия и превысил безопасную скорость, обгоняя попутный автомобиль. Он выехал на встречку, а при возвращении в свою полосу его машину занесло. После чего в водительскую дверь «Лады» врезалась встречная Honda Civic. 33-летнего водителя и 20-летнего пассажира иномарки госпитализировали. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. Он немного не дожил до 40. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.